Доброе утро, друзья! Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Это Башкортостан-24, и сегодня мы расскажем о замечательном культурном событии, которое предстоит. 27 мая наши замечательные друзья, партнеры Театр кукол представляет спектакль, это премьера «Храбрая куница», и об этом событии сегодня мы будем говорить с главными героями предстоящей премьеры. Итак, давайте знакомиться. Ольга Штырляева, вы режиссер, идейный вдохновитель, автор этого спектакля. Да. Все верно? Да, все верно. И наши замечательные молодые актеры. Это Надежда Прошина. Надя, доброе утро. Здравствуйте. Привет. И Шамиль Харасов. Шамиль. Доброе утро. Доброе утро. Давайте вернемся к «Храброй кунице». Я так понимаю, что этот спектакль готовится специально к празднованию 450-летия башкирской столицы? Да, да. Возникла такая идея подарить городу новый спектакль, сделать такой подарок про символ города, про куницу. Здорово. Хорошо. Кому пришла эта идея в голову? Мне. Здорово, хорошо. Ваш соавтор, и это уже не впервые, Светлана Чуряева, вы делали уже много совместных спектаклей, интересных проектов. Вот как складывалась работа над спектаклем «Храбрая куница»? Работа, на самом деле, проведена огромная. Для того, чтобы создать эту историю, очень много изучали этнического материала, на основе которого и сделана история. Вот этот сюжет создан на основе легенд, сказок башкирских. То есть, и в то же время это оригинальный сюжет. То есть весь этнический материал послужил как бы таким... мы от него отталкивались, так скажем. Ну, это веселый детский спектакль? Или это такая этноистория очередная, да, с элементами башкирских костюмов, меха, кумыса, меда и так далее? Башкирские костюмы есть, национальные танцы есть, национальная музыка замечательная, которую пишет наш композитор Марат Файзулин. Есть, это можно сказать, легенда, но это адаптированная история для детей. Я не скажу, что это 0+, потому что все-таки от 0 до 3 у нас есть особый материал в театре для детей, которые могут воспринимать больше не смысловой сюжет, а эмоциональный сюжет. А в нашей истории все-таки есть еще смысловой сюжет. Шамиль, Надя, вы помните мультипликационный фильм «Чип и Дейл спешат на помощь»? Да. Да? Ну вот что-то есть между этими смелыми, классными героями, гаечка у них там была еще и так далее, и храброй куницей из башкирской столицы. Шамиль. Думаю, что есть, но на стадии разбора этого материала, я думаю, что все это гораздо глубже и ближе к нам, чем тот самый знаменитый мультфильм. Понятно. Но вы считаете, что сегодня детям нужно как раз вот эту глубину давать больше? Или все-таки ярких, интересных, веселых историй, от которых мы не отрывались во времена детства, когда вот Дисней показывал первые серии Чипа и Дейла? Надь, давайте, да. Здесь все вместе. И глубина истории, смысл, и яркая, красивая картинка. Все-таки дети должны понимать и видеть не только яркую картинку, но должны идти к этому. То есть все-таки понимать смысл всего происходящего. Через яркую картинку понимать смысл, историю. Да, Правильно? Конечно. Но, Ольга, расскажите, я думаю, что вместе со Светланой вам как-то удалось найти вот ту самую золотую середину. Да, когда весело и познавательно, ярко и музыкально, в то же время глубоко как-то и исторически важно. Да, нам удалось это сделать, я в этом уверена. История адаптирована под детское восприятие, она написана в стихах. Это очень важно, потому что именно стихотворный текст легче воспринимается ребенком, ну как бы привычнее, так скажем, воспринимается ребенком, да? Но по смыслу, конечно, там заложены достаточно очень глубокие смыслы. И история о братской любви,
о братской любви, о верности, о честности, о любви к родине, о том месте, где вот сейчас стоит наша Уфа. Это практически такая история о том, как вот вообще здесь вот начали жить, так скажем, в этом благословенном краю. Рассказывается то, почему куница вообще стала символом города. В нашей версии, да. Рассказывается. Есть, да. Также в стихах. Да, в стихах, да. Много наверняка вам и автору пьесы Светлане Чураевой, я напомню, наша замечательная коллега, это и журналист, и писатель, и драматург, и поэтесса. Много ли пришлось перелопатить материала, прежде чем вот написать сценарий к этому спектаклю? Очень много, очень много. У Светланы вообще есть опыт работать с национальным материалом. У нее не одна пьеса посвящена именно этнике, каким-то историям национальным, поэтому ей как бы привычно было окунаться в это. У меня тоже есть опыт с национальным материалом работы. И невероятно интересно погружаться в мир, так скажем, неизведанный, в мир, который хочется узнавать все больше и больше. Ну, расскажите, пожалуйста, главное, кто будет играть ту самую храбрую куницу? Храбрую куницу... Кому досталась эта ответственная роль? Храбрую куницу будет играть ведущий актер нашего театра Эмиль Латыпов. Молодой актер, невероятно талантливый парень, невероятно работоспособный и обаятельный. И вот это вот обаяние, вот это вот его талант, он обогащает эту историю. Поэтому вы его вскрываете и не привели сегодня на эфир? Да, на самом деле репетиция уже началась. Чтобы звездной болезни раньше 450-летия Уфы не началось, да, у молодого актера? И так, да, и это тоже. Понятно. На самом деле здесь ситуация достаточно рабочая, потому что сейчас, вот в данный момент, уже репетиция началась с хореографом. У нас хореограф Рустам Имамов. Вот сейчас, на данный момент, они репетируют одну из сцен, в которой вот не заняты у нас ни Надежда, ни Шамиль. Неужели такие сцены есть в спектакле? Шамиль, Надежда. Нужно требовать срочно пересмотреть режиссера. И как только мы вот сделаем шаг с телецентра, мы тоже окунемся в репетиционный процесс. Понятно. Знаете, вы кого играете? Куницу. Еще одну куницу? Да. То есть у вас там целое семейство? Храбрых и не только храбрых. Я тоже храбрая. Да. Но я девушка, приодетая в парня. Вот. Господи, интересно, у вас там сюжет такая намечается. загадка, которая потом для Эмиля Куницы раскроется только в финале. То, что я, оказывается, девушка. Я так понимаю, что там какая-то уже любовная история? И любовная между тоже куницами. Есть. В конце как раз они остаются вдвоем и решают остаться здесь и построить свой дом. Прекрасно. Прекрасно. Там, где был когда-то Уфимский Кремль, наверное, да? Возможно, да. Но к этому они приходят не сразу. Они в самом начале истории, они сталкиваются со злом. У нас есть такой персонаж, ледяной змей, который хочет завоевать мир и разрушить все счастье людей. Куниц. Да, и куниц в том числе. Кроме куниц там есть и сова, там есть и медведь, есть гусыня. То есть это некий народ. Конечно, история о людях, но мы рассказываем это через персонажей животных. То есть это очеловеченные такие животные, естественно, у которых и чувства все человеческие, и храбрость, и любовь, и верность, и преданность родному краю. Вы так рассказываете, у меня такое впечатление, что это такой классный мюзикл какой-то. Экшен, да? Но если это мюзикл, то я не представляю Татуроса там, да? Со своим вот видением, да, со своим таким этно-стилем в музыке. На самом деле... Я все не могу вот этот, понимаете, у меня какой-то дисбаланс пока. На самом деле потрясающий композитор, настолько многогранный. Нет, он талантливый и так далее, да. Ну, как дети, может быть, они хотят смотреть, как куницы прыгают друг за другом, резвятся. И прыгать будут тоже. Там, понимаете, и так далее. И тут такой Татурус, знаете, с этими своими...
Знаете, давайте мы оставим это интригой, и зрители сами убедятся, насколько это органично у нас складывается в спектакле, и музыка, и сюжет, и художественное воплощение. Кстати, мы не успели еще сказать о художнике Ильнур Слявчин. Художественное воплощение у нас решается в этом спектакле так называемыми ростовыми куклами. Проще сказать, это актеры в масках. То есть это живое тело актера, как я уже сказала, в красивых национальных костюмах. И актер может и действовать, и танцевать, и пластически выражать свой образ. То есть вот все в меру. А спектакли в таком формате уже были на сцене нашего театра кукол? Я думаю, что можно сказать, что были. Да, а ростовые куклы для нас не новые. Ну, то есть вот этот принцип актер в маске. Но здесь есть все-таки художник создал некую вот особенность, то есть они очеловеченные. Как объяснить, они не мультяшные образы, а они ближе к натурализированным персонажам, животным. То есть маски созданы именно по этому принципу. Зрители, в том числе маленькие, поймут, почему вообще именно куница стала символом города? Как вы считаете, после вашего спектакля? Да, конечно. Потому что он храбрый, он смелый, он любит свою родину, он любит своего брата, он любит своего отца и за них готов отдать жизнь. Понятно. Как и многие. Это очень патриотический еще плюс спектакль. Хорошо. Итак, 27 мая, я прям с удовольствием хочу сказать, вы по-прежнему в Башкирском государственном театре оперы и балета, да? Да, премьера будет там, на малой сцене. На малой сцене. 27 мая в 14. В 12 и 14 часов. В 12 и в 14 часов. Я думаю, что это обязательно нужно посмотреть и с удовольствием оценить вот этот башкирский колорит, музыку, много танцев и вообще историю про двух куниц. Мальчика и девочку. Ладно, спасибо большое, удачи. Удачи, спасибо, что были вместе с нами. Итак, 27 мая, друзья, премьера спектакля кукольного театра нашего замечательного «Храбрая куница», которая готовится специально к празднованию 450-летия башкирской столицы. А наша программа продолжается.